Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях внешней политики Абхазии, самых главных новостях мировой политики, анализируем происходящее, приводим мнения экспертов по тем или иным вопросам. Итак, начнем. Утро понедельника, 29 сентября, принесло результаты голосования на парламентских выборах в Молдавии. Правящая партия «Действие и солидарность», поддерживающая президента Майю Санду и ее проевропейский курс, одержала победу. Ближе к завершению подсчета голосов она преодолела 50% барьер. Фактически «Действие» повторяет свой успех на досрочных выборах 2021 года. Сейчас, похоже, за ними остается 51 кресло из 101. Свой анализ итогов выборов в телеграм-канале «Донской казак» делает политолог Сергей Маркедонов. Он, в частности, отмечает: впрочем, любая электоральная арифметика становится предметом интерпретации. В провластных, молдавских, украинских, европейских и британских изданиях царит праздничная тональность. Цивилизационный выбор сделан происки России не удались. Вот главные итоги дня для этих СМИ. В отечественных новостных лентах отмечу два момента, говорит политолог. Во-первых, это отслеживание подсчета голосов. До того момента, пока провластная партия не вырвалась вперед, комментаторы отмечали, что 4 оппозиционных силы набирают больше голосов, чем Санду и компания. Честно сказать, не понимаю, зачем надо было раскачивать маятник надежды, ведь любому маломальски знакомому с молдавскими политреалиями было ясно, что собрать в одну команду романофила Костюка, популиста Усатого, главного конкурента Санду на президентских выборах Александра Стояногла и тандем Воронин-Дадон возможно только в формате произведений Виктора Пелевина, иронизирует Маркедонов. Это слишком разные силы с различным целеполаганием. И в первую очередь евроинтеграция не чужда как минимум 3 из 4 оппонентов президентской команды. Во-вторых, после подсчета всех бюллетеней стали говорить о главном электоральном ноу-хау молдавских властей – ресурсе диаспоры. Политолог, впрочем, уверен, что с выборами ничего не заканчивается, а как раз наоборот. День 28 сентября не финал истории и не окончательный выбор. Избиратели Гагаузии и Приднестровья не поддержали правящую партию. Патриоты в гагаузской автономии вовсе получили 82%, а в Приднестровье 51%. Значит, региональный раскол налицо. Ничего нового, просто подтвержденный тренд. Да и на общенациональном уровне Санду и компания набрали чуть более половины, а никак не 90%. Но, скорее всего, молдавские власти все равно будут говорить о великом успехе, игнорировать электоральное многообразие. Между тем, история продолжается, проблемы никуда не исчезли, напротив, с ними еще придется сталкиваться. И не раз, отмечает Маркедонов. К другим новостям. В Нью-Йорке в эти дни проходит 80-я юбилейная Генеральная ассамблея ООН. Одним из самых скандальных выступлений на ней стало выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Его освистали 26 сентября на заседании недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Пока Нетаньяху шел к трибуне, аплодисменты сменились криками и даже свистом. В то время как некоторые хлопали израильскому премьеру стоя, значительная часть присутствующих покинула помещение. В результате Нетаньяху выступил перед почти пустым залом. Прошу обеспечить порядок в зале. Прошу обеспечить порядок в зале. Please order in the hall. Несмотря на протесты, Нетаньяху продолжил выступление. В своей речи он отметил, что сектор Газа окружен динамиками, из которых звучит его обращение к мировому сообществу. Израильский премьер призвал боевиков Хамас сложить оружие и отпустить заложников. По его словам, Израиль защищает не только себя, но и Европу с Америкой от, цитата, «варваров у ворот». Биньямин Нетаньяху также обвинил в антисемитизме государства, которые признали государственность Палестины. За неделю такое решение приняли власти Великобритании, Франции, Канады и Австралии.
В свою очередь, в своем выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия остается открытой к переговорам по завершению конфликта на Украине, а основой для них служит обеспечение интересов России, прав русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях. Пока ни у Украины, ни у его европейских партнеров готовности к честным договоренностям нет, отметил Лавров. Говоря о НАТО и Евросоюзе, министр подчеркнул, что у Москвы нет намерений нападать на объединение. Об этом не раз говорил президент России Владимир Путин, отметил он. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией, заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории, сказал министр. Отдельно Лавров отметил, что Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США и видит у нынешней администрации стремление к развитию прагматичных отношений. Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, но не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Москва считает, что ему нужна демократизация путем расширения представителей из числа стран Азии, Африки и Латинской Америки. Министр подчеркнул, что необходимо предотвратить дворцовый переворот в секретариате ООН и его захват странами Запада. Однако логика исторического процесса неумолима. Основной тенденцией стало стремление государств мирового большинства укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру, образ жизни. Они больше не хотят жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать между собой, но и со всем миром, только на равных и к обоюдной выгоде. На подъеме такие объединения, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, предоставляющие странам глобального юга возможности совместного развития и отстаивания своего достойного места в объективно формирующейся многополярной архитектуре. Пожалуй, впервые после 1945 года, когда была учреждена Организация Объединенных Наций, появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах. Это вселяет оптимизм во всех, кто верит в верховенство международного права, кто желает возрождения ООН в качестве центрального координирующего органа мировой политики. Органа, где договариваются о том, как решать проблемы сообща на основе честного баланса интересов. Для России очевидно, что другого пути нет. Однако США и подчиненный им западный коллектив продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки и препятствующие достижению общих целей. Они делают все, дабы предотвратить формирование подлинно многополярного, справедливого миропорядка. Стремятся заставить мир играть по своим печально известным узкокорыстным правилам. Хотел бы призвать западных политиков и дипломатов еще раз внимательно перечитать устав ООН. Краеугольным камнем миропорядка, созданного по итогам Второй мировой войны, является демократический принцип суверенного равенства государств, больших и малых, вне зависимости от формы правления, внутриполитического или социально-экономического устройства. Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества в духе уже пресловутого высказывания главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что Европа цветущий сад, а все вокруг джунгли. Его не смущает, что в этом саду разгул исламофобии, других форм нетерпимости к традиционным ценностям всех мировых религий. Акты сожжения Корана, оскорбления Торы, преследование православных священнослужителей и иные глумления над чувствами верующих буквально поставлены в Европе на поток. Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация под теми же антироссийскими лозунгами. Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о Третьей мировой войне как о вероятном сценарии, добавил министр. Сейчас Брюссель навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ. Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран,
Пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать. Говоря о решениях международного сообщества, которые остаются на бумаге, призываем завершить, наконец, процесс деколонизации в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, добиться прекращения колониальных и неоколониальных практик. Яркой иллюстрацией тех правил, по которым Запад хочет заставить жить весь мир, является судьба взятых им еще в 2009 году обязательств предоставлять развивающимся странам ежегодно по $100 миллиардов на финансирование программ в области адаптации к изменению климата. Сравните судьбу этих невыполненных обещаний с теми суммами, которые США, НАТО и Евросоюз потратили на поддержку российского режима в Киеве. По оценкам, до $170 миллиардов за последние 1,5 года. Во многом похожим на шоу было выступление американского президента Дональда Трампа. Его речь длилась около часа, почти в 4 раза больше положенного по регламенту. Американский президент пригрозил России, цитата, «очень серьезным раундом тарифов при отказе от мира с Украиной». Заявил, что Европа катится в ад и назвал изменение климата величайшим мошенничеством в мире. Президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине. Изначально он полагал, что это будет самый простой для урегулирования конфликт, благодаря его хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Однако реальность оказалась сложнее. Никогда не зная, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов, как хороших, так и плохих, сказал глава Белого дома. Трамп в очередной раз выразил уверенность, что военный конфликт не начался бы, если бы он в 2022 году занимал пост президента. Единственный вопрос сейчас, сколько еще жизней будет без необходимости потеряно с обеих сторон, сказал он. Американский лидер заявил, что если Москва откажется заключить с Киевом мирную сделку, США введут в действие очень серьезный и мощный раунд тарифов, к чему уже все готово. Это, по его мнению, поможет быстро остановить боевые действия. При этом европейские страны должны присоединиться и принять те же самые меры. Он призвал все европейские страны присоединиться к США в этом вопросе. Вы находитесь гораздо ближе к конфликту между нами, океан, а вы там рядом, отметил Трамп. Трамп подверг критике миграционную политику Евросоюза и заявил, что из-за этого, цитата, Европа катится в ад. Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. В Соединенных Штатах мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегалов из США, они просто перестали приезжать, сказал глава Белого дома. Отношение Евросоюза к этому вопросу он назвал частью глобалистской миграционной повестки. Президент США обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, отметив при этом, что у организации есть потенциал. Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это все пустые слова, а пустые слова не решают проблем, сказал Трамп. Трамп выразил сожаление, что ему пришлось заниматься урегулированием военных конфликтов вместо ООН. К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил 7 войн, имел дело с лидерами каждой из участвующих в них стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок, сказал Трамп, подчеркнув, что получил от организации только плохой эскалатор и плохой телесуфлер. На международной арене Америку снова уважают. Такого раньше никогда не было в таких масштабах. Просто вдумайтесь, 2 года, 3 года, 4 года тому назад, ну или даже 1 год назад, над нами смеялись, потешались по всему миру. На саммите НАТО в июне практически все члены НАТО выразили формальную приверженность тому, чтобы увеличить расходы на оборону по моей просьбе с 2% до 5% от ВВП. В итоге наш альянс станет еще сильнее, мощнее, чем когда бы то ни было. В мае я посетил Ближний Восток, посетил моих друзей, восстановил наше партнерство на территории Персидского залива, восстановил важные отношения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ, с другими странами. Теперь наши отношения с ними ближе, чем когда бы то ни было. Моя администрация провела переговоры об исторических торговых сделках, в том числе с Соединенным Королевством, с Европейским Союзом, с Японией, Южной Кореей, Вьетнамом.
Индонезией, Филиппинами, Малайзией, многими другими странами. Также за период буквально в 7 месяцев я положил конец 7 бесконечным войнам. Говорили, что они бесконечные, что невозможно их урегулировать. Какие-то длились 31 год, два конфликта длились 31 год, еще один длился 36 лет, еще один 28 лет. Я положил конец 7 войнам. Во всех случаях эти войны велись, а бесчетные сотни тысяч людей погибали, их убивали. Речь идет в частности о Камбодже и Таиланде, Косово и Сербии, Конго и Руанде. Это чудовищная, жестокая война. Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, и Армения и Азербайджан. Речь идет обо всех этих ситуациях. Ни один президент, ни один премьер-министр и, кстати говоря, ни одна страна ничего подобного, даже близко никогда не делали. А мне удалось это сделать буквально за 7 месяцев. Раньше такого никогда не было. Ничего подобного никогда не было. Для меня честь сделать это и достичь этого. К сожалению, мне пришлось этим заниматься, вместо того, чтобы ООН это сделала. И, к сожалению, во всех из этих случаев ООН даже не попыталась как-то помочь. Также довольно резонансно прозвучало его заявление о том, что борьбу с изменением климата он считает, цитата, «величайшим мошенничеством, когда-либо совершенным в мире». По словам Трампа, политические решения по этому поводу стоили странам целого состояния и не дали им ни единого шанса на успех. Если вы не избавитесь от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит крах, сказал он. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать следить за самыми интересными событиями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.